Да нет, ничего, сама ручки, иди помой. Трогать не буду. Я вот только вот здесь буду сидеть, вот так буду сидеть и смотреть. Ну-ка покажи-ка, сама. Сама. Я трогаю, видишь, я же не трогаю. Я же не трогаю. Вот видишь, у меня руки вот здесь, вот сзади. Ты же пропустила на косточку. Пойдемте, родители полотенечко, Ага. Так. А вторую ручку покажи. Вот видишь, я же ничего не вижу. А вторую покажи. Сама покажи. Ну сама покажи, только это, Давай, бери. покажи ручку. Смотри. Давай, я завяжу. Давай. Давай, Ксюша, Разверни вот так. все. Вот, все. Ну вот зачем ты плакала? Вот видишь, посмотри, как здесь. Жизнь имеет обыкновение делить всех нас на гениев и бездарностей, скромных трудяг и безликих лентяев. Смутное время. Уходят и приходят политики, а мир держится на других людях. Каким безоблачным и прекрасным стало бы бытие наше, если бы каждый из нас смог достойно делать свое дело. И больше ничего. И больше ничего не надо делать. То есть надо каждый день показывать. Пришли в больницу, и вы умираете от того, что у вас никаких лекарств нет. Вам от этого легче? Да это никому не легче. Это никому не легче. И каждый скажет, мне наплевать. А мне надо что? Чтобы меня лечили бесплатно. Так, как лечили раньше. А мы этого не можем сегодня. Потому что медицина не финансируется. Ну кто в состоянии сейчас отдать 5000 сомов за лечение? Кто? Ну простой инженер может? Нет. Учитель может? Да нет. Интеллигенция может? Да нет. Международный киновидеоцентр «Эпос» представляет доктора медицинских наук Эрнста Акрамова в фильме «Маэстро». Там нижний полюс. селезеночная вена расширена. Селезеночная вена нет, не расширена. Да нет, здесь же нет портальной гипертензии. Так что здесь будет все нормально. Ну, во всяком случае, надо джумаказы, чтобы был повнимательнее. Матка вот именно, а вот это уже вот дочерний. Я думаю, что это тот случай, вот в субботу мы как раз говорили о расположении пинаков. Вот приятно. Вот результат вот совпал, интересно. Когда дело имеешь с опасностью, то есть дело имеешь с человеческой жизнью, надо к нему относиться очень-очень серьезно. Простых вещей в хирургии не бывает. Потому что всегда, когда идешь на большую операцию, надо, как полководец, надо еще знать, как отступать. Не всегда же наступать, а не так сжечь все мосты, а потом отступать уже некуда. А там же все. Две жизни-то не бывает у человека. А может быть, за этим стоит человеческая жизнь. Нет человека. Это значит, жена овдовела, значит, отец потерял дочь или сына. Но это же трагедия. Цена жизни равна Вселенной. Хирург от Бога, Эрнст Акрамов шел к признанию через тернистый путь. Ни перед кем не сгибал колен, ничего не выпрашивал. Его часто предавали, бросали в омут распри и обид, а он просто делал свое дело.
1000 спасенных жизней, 1000 судеб. Он выиграл свой главный бой. Своей силой и талантом он обязан только Ее Величеству работе. И еще команде, четко слаженному оркестру, где сам он и дирижер, и первая скрипка. Эрнст Акрамов сумел вложить в своих учеников не только собственное мастерство, но и несоизмеримо большее – душу. Когда касается человеческой жизни, как это может все притупляться? Понимаете, это же не башмаки штопать. Ну, за утраченную человеческую жизнь можно заплатить? Чем можно возместить? Да ничем. Нельзя его ничем возместить. У каждого человеческая жизнь одна, и она индивидуальна. Как же? Ну душа должна быть, как это можно без души быть хирургом? Без души хирурга не может быть вообще. Я прихожу или сажусь в кресло на работе после операции. Я прокручиваю всю операцию заново. Раз, два, три, 4, 5, 10 раз. Вообще, мне кажется, вот как врач, именно который действительно болеет за больного, мне кажется. Вот всю он себя, всю свою жизнь отдал больным. Я так думаю. Ну, я не могу ценить этого человека. Это, как вам сказать, ну, вот эта больница построили, вот этот, здесь кто работает на них, ну, они для человека работают. Цены нет никакой. И вот отношение к врача, к этому, должно быть действительно вот такое настоящее отношение, понимаете, не шаблонное, не казенщина, не как чиновник, понимаете, а должно исходить изнутри.
Профессиональное мастерство вкупе с авторской методикой реабилитации послеоперационного периода дают удивительные результаты. Трудно говорить. Перенесенный барьер, но ничего, все хорошо. Они ухаживали за мной, приходили. Они очень благодарны всему. Но сейчас говорят, все хорошо. Они тоже очень рады, очень довольны, ждут меня домой. Какая-то сила от него исходила такая, да, исходила сила. И, в общем-то, вера в то, что он облегчит вот эту боль и поможет. Я думаю, что на Западе, наверное, даже было бы сложнее, потому что там все чужие, а здесь ведь все свои. Ну, надо будет несколько дней пообследовать вас. Посмотреть тщательно, чтобы не так получилось. Ухо болит, оно вырежем. Понимаете? Чтобы так не получилось. Иногда бывает такое дело. Бывает. Хирургии. Вот чтобы этого не было, значит, мы должны вас немного потерпеть, иначе мы уже дома доведем, а потом уже вам скажем точно, что чего там, что где. Потому что не очень-то понятно, если камни были. Иногда камни бывает симулируют такую болезнь, как камни. Но во всяком случае, в том и в другом случае вы женщина коварная. Имеете камни, оказывается, а? И держите камни за пазухой, да? Я уж еще не потому что я думаю, что вы не истощенная же больная. Нет, хватит. Ну ладно, тогда мы вас покинем на время, да? Да, вы лежите, отдыхаете. Так. Можно читать, спать. А диету придержите. Вот у меня второй жизнь. Вся слава. Спасибо Акрамову, спасибо всем белым халатам. Они мне заново жизнь дали. Вот за это очень благодарна. Только хорошего, только им желаю. Если бы я попала, конечно, в другую клинику, меня бы не спасли. Здесь меня чудом спасли. Он очень легкий. Я его полюбила. И вся моя семья. Сын мой без ума от него. Он даже говорит: мама, можно я буду Айбеком Хашимовичем? Я буду хирургом. Он даже написал в дневнике у себя. Мы приносили ему и записи. И Эрнест Хашимович читал и смеялся. Так, посмотрим нашего молодого человека. Акрамов парадоксален и необъясним. Насколько бывает жестоким, настолько умеет любить и заставляет любить себя. Он живет в своей клинике, не делая себе ни праздников, ни выходных. Ему некогда отдыхать. Его ждут, он нужен. Ну, в меру своих возможностей, конечно, что-то я делаю. Во всяком случае, лечу больных. Мне кажется, этого достаточно. Даже много, даже больше, чем достаточно. Это, по-моему, святое дело. Лечить больных. Поправлять их здоровье, возвращать их домой. А что может быть еще? Акрамов завтра, послезавтра, всю свою жизнь будет вставать к операционному столу, и руки его будут создавать уникальную музыку исцеления. Он не может иначе. Он мастер, маэстро. Ну хорошо. Прекрасно у тебя стало. Ну а видишь, как ты себя ведешь? Прям тебе надо дать за это какую-то, я не знаю, награду, что ли. За выдающие заслуги во время лечения Оксана награждается ценным подарком. Вот тебе конфеты. Хорошо, вот. В следующий раз уже бояться не будешь меня. Да? Это тебе награда за выдающие заслуги.
Автор фильма Элина Чернявская, режиссер-оператор Анатолий Сивоха, звукорежиссер Константин Измайлов, художественный руководитель Евгений Котлов. Международный киновидеоцентр «Эпос».